Врачи и медсестры смогут приватизировать служебное жилье после 10 лет работы. Такое решение намерены принять в Госсовете Коми. Это станет дополнительной мерой поддержки медиков и хорошим стимулом для молодых специалистов. Кроме того, депутаты намерены расширить перечень бонусов для многодетных семей. Подробности знает Алексей Корчма. Тему коронавируса на комитетах поднимают в числе первых. Ситуация в Коми ухудшается с каждым днем. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев просит депутатов помочь. В части масочного режима и вакцинации надо усилить ликбез. Мы уделяли огромное внимание вакцинации людей 60+, и видим прям четкие графики, четкие цифры, что количество людей, которые заболевают, попадают на койки стационар, соответственно, умирают, их минимальное количество в возрасте 60+ вакцинируют. Медики вновь на передовой. Сегодня крайне важно поддержать врачей и медсестер. Одна из таких мер – помощь в решении жилищного вопроса. Депутаты хотят разрешить приватизацию служебного жилья при стаже 10 лет и отсутствии собственности или найме другой квартиры. Речь идет о медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми. Речь идет об медицинских организациях первичного звена, первичного врачебного звена и специализированного санитарного звена, то есть скорая помощь и другие организации. Еще один важный законопроект социального блока – расширение мер поддержки многодетных семей, где воспитывают 7 и более детей. Вводится ежегодная денежная выплата на каждого ребенка для подготовки к учебному году. Эта денежная выплата ежегодная будет выплачиваться с 1 августа 2021 года. И под эту категорию попадают дети, пасынки, падчерицы, приемные дети. То есть все те, кто готовится поступить в образовательную организацию. 39 многодетных семей смогут получить разовую единовременную выплату 1 200 000 рублей на покупку автомобиля вместимостью 6 и более мест. Это еще одна новая мера поддержки. Обязательный критерий для таких семей – проживание в республике не менее 5 лет. В бюджете предусмотрят 48 миллионов рублей. Решение примут завтра, и это будет одно из самых насыщенных и продолжительных заседаний. Перед летними каникулами депутаты рассмотрят 50 вопросов. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган.